Доброго дня. В эфире, в прямом эфире канала АТР программа «Бugün» сегодня. И сегодня мы обсуждаем наиболее серьезные темы, касающиеся и глобальных рисков для Украины, и вообще, что происходит сейчас во внешней политике, и какие расклады. Очень много споров, очень много сливов, очень много версий, очень много, как бы сказать, додумок и прочего. Поэтому, чтобы во всем этом разобраться вместе с вами, я попросил к нам включиться в прямой эфир известного публициста, блогера российского Марка Фейгина. Привет, Марк. Рад приветствовать, Айдар. Взаимно. Рад приветствовать зрителей АТР. И мы тебя рады приветствовать. Вот, что я хочу сказать. Действительно, очень много версий всяких. И тут одна цитата другой противоречит. Я начинал разбираться с этим, с «Северным потоком-2» и со всем остальным. Это действительно очень тяжелая история, и я думаю, что до конца нам, по крайней мере, до Нового года, может быть, только станет более-менее ясно, чем это закончится. Но пока, исходя из того, что есть, будем анализировать. Я хочу сказать нашим зрителям, что у них есть очень хорошая возможность лично позвонить. Сейчас в прямой эфир, телефон Вайбер на экране, даже скайпом можно вообще, не вылезая из ванны с компьютером на животе, выйти и показаться миру с умным вопросом. Кстати, вопросы у нас всегда умные. Я вот не помню даже, что, ну, кроме провокаторов пару, чтобы у нас наши зрители очень так хотят разбираться в сути. И мы сейчас попробуем начать это делать. Ну, первое, самое главное, это сделка между Америкой и Германией по Северному потоку-2. Вот просто как ты себе видишь, что произошло и какие могут быть ближайшие стратегические последствия для, понятно, мы на украинском канале, для Украины и мира. Ну и для путинского режима, там, как он себя будет чувствовать. Это точно абсолютно политическая сделка, потому что разговоры о том, что это экономический проект, что он необходим исключительно для интересов Западной, прежде всего Европы, экономических, да, для поддержания стабильности, энергетического самодостаточности и всего остального, это лукавство, несомненно, потому что и Москва его затевала как политический проект, никакой необходимости экономической для этого трубопровода не было, потому что достаточно трубопроводов, которые идут по земле, в том числе и по территории Украины, для того, чтобы торговать газом, одним из основных ресурсов, которым Москва располагает. И надо сказать, на протяжении последних лет, с момента, когда проект в общем начал реализовываться, позиция тех же Соединенных Штатов, если обсуждать именно их, в отрыве от позиции Германии той же, была достаточно жесткая. И это связано не только, кстати, с Трампом. Вот. И если Трампа, несмотря на обвинения, которые имели под собой основания, о его промосковских симпатиях все-таки говорили, что он сопротивляется проекту исключительно, опять же, из интересов лоббистских компаний, энергетических, именно газовых компаний американских, которые собирали поставлять сжиженный газ, то, тем не менее, действия, несмотря ни на что, при всей противоречивости действий Трампа, они были направлены на прекращение этого проекта. И, надо сказать, очень эффективные действия, потому что, по сути, при нем, особенно последний год-полтора, проект встал. То есть те санкции, которые принял Конгресс, что-то делалось и вопреки ему, но тем не менее это делалось. Конгресс принял достаточно жесткий пакет санкций в отношении операторов, я подчеркиваю, этого проекта, и реализовать при наборе этих санкций этот проект был невозможно. Потому что те же суда, Фортуна и академик Черский, которые принадлежат «Газпрому», и, что хорошо известно, формально он их потом просто взял, перевел на какие-то пустышки компании, на которые, собственно, и будут распространены санкции, а эти два судна, которые занимаются достройкой проекта, формально тоже внесены в санкционные списки. Вот Конгресс, когда принимал эти санкции в отношении участников проекта, тех, кто его строит, он предполагал, что невозможно скрыться за вот этими компаниями-пустышками, и санкции должны быть распространены на тот же «Газпром», которому принадлежали эти два судна. Но, тем не менее, при Байдене, это факт, вот это решение Конгресса реализовано не было. Мало того, были сняты санкции с оператора немецкого этого проекта. И это был первый угрожающий звонок. Это произошло еще до встречи 16 июня в Женеве Путина и Байдена. И этот звонок был связан с тем, что, под предлогом американской администрации, которая хочет наладить евроатлантическое сотрудничество с Европой, Берлином, какие-то личные отношения с Меркель,
звучало это абсолютно для оппозиции в Соединенных Штатах неубедительно, потому что как и тогда, так и сейчас администрация Байдена подвергается испепеляющей критике и со стороны республиканских, например, сенаторов, и даже демократических сенаторов, такой как Менендес, глава соответствующего комитета по внешней политике Сената, ровно так же настаивает на том, чтобы Америка предприняла решительные действия против этого проекта. Так что я хочу подчеркнуть, что это... Раз ты сказал про цитаты, просто остановись на этой мысли. Да, Я хочу, чтобы мы послушали другого конгрессмена Теда Круза, очень известный конгрессмен от Демократической партии, что он сказал про это. Давайте послушаем цитату. Президент Байден кидає виклик законам США і повністю здався Путіну. Диктатори, як і раніше, будуть пожинати мільярди від подарунка Байдена, а Європа, як і раніше, буде піддаватися російському енергетичному шантажу. Но эта цитата как выстрел просто. Ну, она, в общем, отражает суть претензий со стороны американского истеблишмента к Байдену. С одной стороны, ну, извините меня, если ты шел под лозунгом, что при моем президентстве с тиранией Путина будет покончено, а дальше называл его киллером какое-то время после своей инаугурации 20 января, делал достаточно жесткие заявления в адрес Кремля, ну, это выглядит по меньшей мере нелогично. Сейчас быстро перевернуться и изменить позицию администрации, а это произошло почти одномоментно. Но, повторяю, это произошло до 16 июня, встречи Байдена в Женеве, после которой пошло все дальше. Этот проект уже стал общим местом, его уже не обсуждают. Ну как, все, он достроен будет и все такое. Позицию Меркель мы видели, если надо будет, мы ее обсудим отдельно, там вообще тоже все ясно. Вот, но пошли дальше. Вот именно 16 июня в Женеве, то, что не было ясно с самого начала, только предполагалось, только разговоры. Вдруг возник вопрос Минских соглашений в интерпретации, я подчеркиваю, Москвы. Не Минских соглашений как таковых, а в интерпретации Москвы. И это, безусловно, связано с проектом «Северный поток-2». Если раньше можно было говорить «Северный поток-2», но это то единственное, через что переступить американская администрация не может, потому что, вопреки Трампу, нужно укреплять евроатлантическое единство, вернуться к сотрудничеству стран НАТО, и в частности с Германией, которая главная страна Европейского Союза. И ровно поэтому ничего не поделаешь, надо, раз хочет этого Германия, из экономических потребностей достроить этот поток. Ну хорошо, ты достраиваешь поток. А зачем тебе Минские соглашения с планом Штайнмайера, с кластерами? Это полный провал, абсолютный, да. Это... Да, а зачем? Да. Почему вы связываете эти вещи? Ну хорошо, вы достраиваете поток. Можно обсуждать компенсацию. Ну вот Украина теряет 2 миллиарда или что-то больше. Давайте мы Украине компенсируем какие-то деньги, с ней создадим какие-то экономические проекты, заставим Москву продолжать этот транзит. Хотя это смешно, чего-то продолжать Москву, которая воюет с Украиной. Как можно заставить Путина продолжать транзит газа, если у него достаточно для заполнения объемов 2 ветки Северного потока в обход Украины, не говоря о других маршрутах? Зачем ему, собственно, держать свое слово? Я вообще этого не понимаю. Но тем более, что мы знаем, как Путин держит свое слово, насколько он скрупулезно выполняет взятые на себя обязательства. Ну, конечно. Да. Он же такой последовательный чел в этом смысле. Ну хорошо, ладно, вы это сделали. Вы сказали, что это нам надо. А зачем вам Минские соглашения в интерпретации Москвы? Объясните внятно, какая от этого, если вы считаете, есть экономическая польза или геополитическая. То, что мы читаем публично, разговоры идут, что там договорились в противостоянии Китаю. Кто? Москва противостоит Китаю? Кто Путин противостоит Это Китаю? сумасшедший дом. Я вот, знаешь, вот все эти аргументы слушаю. Китай, Москва, Путин союзник в борьбе с Китаем. Это уже какие-то левацкие факультеты Гарварда, где-то там, знаешь, где-то за берегами уже моего понимания. Человек, который не держит ни одного обещания, не соблюдает ни одного договора. Да, вот с ним Америка сейчас должна договориться противостоять Китаю. Это, конечно, абсолютно гениально, да. С убийцей против мошенника идти, да. Но я еще, знаешь, хочу сказать, что я с одним человеком умным разговаривал до эфира, и он тоже анализировал все эти вот такие, ну, как обмяк Байден, да, вот просто был такой орел, а сейчас такой хоба, да. Да, одный момент. Ну, это видно просто, да. И, значит, он говорит, ну, я не знаю, что ему Путин мог сказать в этой Женеве. Но, может, он сказал, что там, как в Голливуде, знаешь, что в 10 городах заложены атомные бомбы моими агентами. Если ты не будешь мягким, то я их активирую, и никто не узнает вообще, кто это взорвал, а тебе будет там конец. Ну, я не знаю, до какого уровня вот можно смотри, фантазировать допустим, более здесь. реальная версия. Допустим, что Байдену не обязательно на этой встрече, но как-то кулуарно было передано, что есть какие-то компроматы на его сына, еще что-нибудь подобное. Ну, допустим.
Так не лучше ли обнародовать вот этот шантаж? Не лучше ли пойти по открытому пути противостояния, сказав о том, что, послушайте, по поводу моего сына и без того много чего написано и сказано, по поводу моих каких-то темных отношений и дел в прошлом, и я готов это все обнародовать для того, чтобы не поддаваться тому же шантажу, потому что по итогу, когда я пойду на уступки Москве, вот именно в этих вопросах, во всех, то будет гораздо много хуже, потому что все угрозы рано или поздно все равно они реализуют. Они никогда не шантажируют так, чтобы соблюдать свое слово и предмет шантажа не сделать публичным в дальнейшем. Они все равно это сделают. Это раз. Во-вторых, если, ну это, конечно, завиральная идея, мы ни с того не присутствовали, не сидели, не спрашивали обоих, а что такого вы конфиденциально обсуждали. Но в публичной-то плоскости он же несет ответственность за свои обязательства и за свои заявления, которые были сделаны прежде. Невозможно произвести вот такой транзит, такой дрейф за полгода. Ну хотя бы ты должен каким-то образом в течение своей 4-летней каденции разбить хотя бы на какие-то этапы это все. А то получается это хуже, чем как с перезагрузкой. Потому что там одномоментно пережали кнопку Клинтон и Лавров. И теперь каким-то образом встречи 16-го вдруг все изменило. А что она изменила? Что она изменила в раскладе сил в принципе как таковом? Следующий этап, между прочим, будет, и уже проблескивает это, я уже вижу, что полное игнорирование, полный отказ критики Москвы за права человека, нарушение их внутри страны. Вы же демократы, вы всю жизнь кичились тем, что в отличие от расчетливых реал-политик-республиканцев всегда апеллировали к демократии во всем мире, За ее идеалы, защите, за принципы. идеалы. Да. Да, вы, так сказать, и что дальше? И что тогда? То есть где тогда, собственно, будет весомым ваше слово? В защите тех же крымских татар в Крыму, которых за ни за что сажают по 20 лет. Ну а тогда, нет, вы знаете, мы этого говорить не будем, потому что добиться мы это не можем, а отношения ухудшим. И Путин не будет нам содействовать в противостоянии с Китаем. Такой предлог будет? Ну, ты знаешь, тут можно, ну, если гипотетически дальше вот это развивать, я считаю, с тобой полностью согласен, что вот эта попытка перезагрузки 2, помним первую, да, началась после войны с Грузией, а закончилась войной с Украиной. Перезагрузили, мать вашу, да? Да, Ну, вот, да. вот так. И какой-то дежавю. И, в принципе, если Байден будет дальше так уступать Путину, а извини меня, какие можно вводить санкции, если вот этот Nord Stream 2 это субсидия. То есть одной рукой ты санкции, да, ну-ка с тебя штраф рубль, да, а вот тебе десятка. Ну что это такое, да? И, значит, все эти санкции, как бы, ну, это главный санкционный рычаг. Ну, дальше только SWIFT, про который уже речи никакой не идет, если Путин разрешает газ. Он презентует самолеты новые, новые виды оружия, ракет, да? И, наверное, он это делает на деньги, нарезанные из бересты. Нет, конечно, на доллар это все делается. И на евро, да? И вот куда это дальше может завести? Мне кажется, может завести до того, что Трамп вернется на следующий срок. Потому что, и это будет ничуть не лучше, потому что, вот знаешь, говорят, вот ты там против Трампа был, я и всегда был против Трампа. А как это связанные вещи? Как будто бы Трамп лучше, чем Байден в этом смысле. Хуже, конечно, он еще опаснее, конечно. Конечно, то есть разговор ведь не о том, что правы были сторонники Трампа, которые говорили, что Байден хуже Трампа. Не об этом речь. Это вы там у себя в Америке решайте, кто для вас лучше. И голосуйте за того, кто есть. Это нас не интересует. Нас интересует отношение вашего политического лидера к диктаторскому режиму Путина. Если это отношение дружеское, если это френдли, то тогда, извините, нам не по пути. Слушай, вне зависимости от того, какой он замечательный во внутренней политике. Марк, ну так как ты больше про Россию говоришь, и ты в этой теме сидишь, и у меня такое ощущение, что про Навального все забыли. А это тоже ведь сознательное действие, пойми. Я знаю твою критику Навального. Нет, я сейчас не про это. Я против того, чтобы любой человек сидел в русской тюрьме. Вот. Правильно. Рычаг перевели, реле перевели. На встрече Байдена и Путина вообще, как я понимаю, в том виде, каком ожидали от Байдена, вопрос с Навального не поднимался. Он потом его, конечно, комментировал, он до этого комментировал. Говорил, ну, конечно, будет плохо, если его убьют в тюрьме. Охренительно. То есть, если его убьют в тюрьме, это будет плохо. Ну, действительно, это же такая... Марк, это тянет на озабоченность. Не на глубокую, не на глубокую, а на какой там есть перед глубокой, есть какая-то такая мелкая озабоченность, да. Ну, наверное, видимо, да, лайт-озабоченность. Лайт-озабоченность. Но я просто хочу сказать, что вы понимаете, Россия в нынешнем ее состоянии – это концлагерь в чистом виде. Но то, что в этом концлагере есть какие-то столики, на лето поставили, там люди бродят, значит, с собачками, это не отменяет факта, что это гетто, политическое гетто. Разумеется, так сказать, людей пока на улицах не убивают, но вопрос же не в этом.
атмосфера именно такая, она не другая. Ну, она еще и усугубилась пандемией, несомненно. Да, потому что пандемию-то власть московская по полной использовала для ликвидации гражданских прав вообще людей как таковых. А ты знаешь, что с этой третьей волной ковида, просто цифра попалась перед эфиром, в Да. Крыму, в оккупированном Крыму сейчас ровно столько же зараженных в день, сколько по всей Украине. Ну, несомненно, Ты можешь себе потому что в представить? Украине доступны любые вакцины, в том числе МРНКовые, Pfizer и так далее. А в Крыму ты что, шмурдюком, Ну, значит, вот засадил? это как раз показатель того, что вакцина «Спутник» это такой, знаешь, ну, не Чистый знаю, шмурдяк. Ну, что ты ну, думаешь? шмурдяк можно спиртом ширнуться, а можно дистиллированной водой, там, я не Нет, так знаю. ты погоди. Вот даже если, Айдер, уж раз мы об этом заговорили, даже если представить, что сама по себе эта вакцина векторная, спутник, разрабатывалась нормально, мы что, не знаем российского производства? Конечно. Медпрепаратов, лекарств. Мы что, не знаем, что Не, там ну, шерик у нас эти плавает? клепки забивают на компьютер, Конечно. на космических станциях, шурупы Знаешь, забивают. Да. на глаз заливают, значит, и спирт, и все остальное там. Ослиный моча, помнишь, как в классическом Так, давайте произведении? тут остановимся на вот перечислении жидкостей. Вот, смотри, но меня, конечно, больше волнует не то, что происходит внутри России. Как бы очень жалко то Конечно. мизерное количество людей, которые не может уехать и действительно реально страдает, переживает за Украину. И все, я знаю, таких помогают Украине. И пишут отчаянные письма, уходят на акции в защиту крымских татар. Но это 0,00 там стремящихся к бесконечности. Большинству Да. населения такой контроль нравится. Им, может быть, и очереди понравятся потом. Ну, как бы это такие советские рудименты, которые не отвалились как хвост, а наоборот сейчас наливаются новыми соками. И прелесть вот этой тотальной слежки. И, значит, я, сколько понимаю, в Москве уже просто там камера передает лицо от одного до другого. Там. Ну, то есть, Да. да, абсолютно. То есть, все, ты уже в ГУЛАГе, чувак. Тебе вот сейчас завтра скажут, завтра у тебя на экране высветится прийти с вещами на Лубянскую площадь. И куда ты денешься? У тебя трекинг отслеживается. Куда ты побежишь вообще? Куда? В Литву, но Литва раньше была под Можайском, а теперь ну, как-то далековато, никуда ты не добежишь. Вот. И, Ну, в этом смысле абсолютно, да. Контроль сейчас абсолютно. ну, я вот когда сказал, что это будет электронный ГУЛАГ, да, ха-ха-ха, хи-хи-хи, ну, ха-ха, хи-хи. Теперь, я говорю, это ГУЛАГ до такой степени самодостаточный, что завтра выходит указ, вот, пожалуйста, нет QR-кода, тебя никуда не пустят. QR-код ширнулся спутником. Хочешь ты, не хочешь, хороший ты человек, нехороший, там, какой угодно. Иди и ширяйся, иначе будешь вообще сидеть дома. Это уже как бы ограничение свободы такой, да, избирательное. Причем вакцины выбора нет, да. Значит, теперь завтра скажут, скачайте приложение и будем ваши шаги замерять, там все, ну, а кто-то куда, кто-то сможет отказаться от этого, что ли? Да нет, конечно. То есть от несвободы СМИ, от несвободы Да, слова перешли уже к к личным несвободам. свобод вообще частной жизни вообще. Да. Она, безусловно, а это признаки уже тоталитаризма. Но они пока еще зыбкие, они пока еще робкие. Чем отличается, собственно, классический авторитаризм от тоталитаризма? Авторитаризм, он оставляет какие-то частные свободы. Ну, например, при авторитаризме не бывает, при тоталитаризме не бывает частной собственности. Она невозможна, потому что она есть часть некой частных свобод. Да? Свое какое-то маленькое производство, предприятие, все что угодно. Здесь же ты по трудовой книжке должен работать на государство в любом виде, в том или ином. Так и тут они потихоньку заходят на территорию. Интернет – это частная свобода? Частная. Извините, свобода выезда и въезда в страну – это частная? Частная. И так далее. То есть они сокращают, сужают это пространство очень сознательно. Они прекрасно знают, что они делают. Ровно так же это касается и избирательных прав, но это политическая область. Там Ну, уже давно... избирательные права давно на 0 помножены, давай. На ноль, да. Мы их Да. даже не обсуждаем. Чем А вот обсуждать политическую про историю? частную жизнь, да. Смотри, как он умело сделал, я имею в виду фюрера, за эти годы последние, постепенно он сужал возможности для выезда за границу для силовиков. Так. И, по-моему, сейчас они вообще до нуля сведены, да? Если ты силовик, Ну, практически, да. но если ты, конечно, не начальник ГАИ Краснодарского края, у которого золотой унитаз, на котором, я думаю, Да. там он с двигателем, можно взлететь и прилететь в Турцию, в Эмираты, вот, то, в принципе, если ты там, условно, какого-то более низкого уровня, то ты просто дуй в Сочи, идиот, Нет, и все. точно, абсолютно. Да. Не, ну там кто выше, у них масса других возможностей. Они, во-первых, попадают в перечень лиц, которым разрешено в силу того, что они сотрудники ФСБ кататься без оглядки. Но это опять же для особого круга. Некоторые менты используют поддельные паспорта. Мало кто об этом знает, выезжает недалеко за предельной территории. У него там пачка паспортов, веер, но он по нему выехал. Что там больно серьезно кто-то проверяет, что, конечно, это все можно решить. Вот. Но в основном, да, они сужают категории.
Потом они же их расширяют все время. Вот если ты должник любой там, а долги мы знаем, как возникает. На митинг сходил, и ты больше никуда вообще дернуться не можешь. То есть через службу исполнения наказания, ну, ФССП, Федеральную службу судебных приставов, например, списки вот эти. А для экстремистов есть ограничения уже на выезд и так далее. То есть, Ну, то есть речь идет о десятках миллионов людей уже. Конечно, да. Сейчас уже да. Сейчас уже да. Ну, а возможности, вот эта компьютеризация, она, диджитализация в тоталитарном мире, она дает возможность любое действие предпринять за секунду. И надо понимать, Конечно. что ты уже не скроешься от призыва. Ты ни в каких лесах Это даже не обсуждается. Да, Да. ты все. И, да, как это, знаешь, говорят, вот русские не пойдут воевать, там им это не надо. Кто спросит? Конечно. Никто не спросит. У тебя этот вот телефон, как и будешь обязан его держать при себе в случае потери там 3 года тюрьмы. И будешь носить 3 телефона, радар еще и антенну еще вот сюда вставишь себе и будешь ходить. Но это прямой путь к чипизации, по поводу которой шутят-то шутят, по поводу чипизации. А, честно говоря, чем дальше, тем Минуту, как-то Марк, чушь становится реальной. чем этот QR-код с этой программой отличается от чипа? Тем, что он не Внешний вживлен, чип, что ли? внешний чип, да, внешний чип. Так это еще хлеще, когда тебя заставляют носить чип в чемодане. Я ношу чип в чемодане. А знаешь, кстати, чип российского производства, он и должен, наверное, выглядеть как-то так. Это деревянный ящик такой, покрашенный в зеленый цвет, да, и такие ручки. Вот. И там такой чип такой, чипище такой. Вот. Ну да, как советский анекдот про часы, значит, электронные. Помнишь, они с чемоданом. Ой-ой-ой-ой. Ну, расскажи-ка нам еще каких-нибудь русских ужасов. Что-то вот в эту рубрику я пошел. Потом мы вернемся опять. Вся эта жизнь один сплошной ужас. Но вот сегодня я, например, у себя там на канале буду обсуждать вот эту тайную тюрьму, которая была обнаружена. Расскажи, что это такое. Они как-то замяли этот скандал, как-то там говорят, что там никого не пытали. Они, после того, как обычный сетевой портал в Питере, который криминальными новостями занимается, по-моему, называется 47 News или что-то в этом роде, он в Ленинградской области, значит, опубликовал это видео. Они обнаружили тюрьму, полноценная тюрьма с крематорием. Все это видео это не тюрьма, это такой уже лагерь смерти, полный цикл, мини-Бухенвальд какой-то такой. Да. Но не это даже интересно. Не это. А знаешь, что интересно? Что это не просто тюрьма, а тюрьма полностью стилизованная под кресты. Под питерскую тюрьму кресты. То есть и формы замков, и окраска стен, и, чтобы люди думали, что в крестах сидят? Что ли? Конечно. То есть это используется не для того, чтобы можно к батарее там, или в лесу, значит, закрыть землянки, и это дешевле обойдется. А была создана мини-тюрьма как подобие тюрьмы официальной. То есть можно предположить уже, и такие именно версии строятся, что действительно тюрьма это делает для того, чтобы, ну вот закрыл ты бизнесмена, а у него ощущение, что его закрыли не какие-то там братки, да, а его закрыли, ну, официальные власти с кокардами, фуражки, форма, значит, эти, как их, видеорегистраторы, все дела. И ты, конечно же, быстрее подпишешь, перепишешь бизнес, бабки отдашь, там, что там у тебя есть, потому что тебя заплющили-то не какие-то частные лица, там, бандиты, а тебя заплющило государство. Слушай, от русской вот этой шмекалки просто, не знаю, голова лопается. Реально. Да. Самое настоящее, все это есть в интернете, все можно посмотреть. Марк, заметь, что касается вот пыток, издевательств, воровства, да, прям работают мозги в нужном направлении, ты понимаешь? Ну, и причем креативно, очень креативно. Там, по подсчетам, это сооружение стоило то ли от полумиллиона долларов, то до миллиона долларов. Своя подстанция, свои, значит, коммуникации, вентиляция, все дела. Гидропресс, который закрывал въезд на машине в эту подземную часть гаража и так далее, и так далее, и так далее. Это говорит о чем? О том, что вообще такой объект не мог существовать, чтобы о нем не знали. Ну, конечно, это связано с силовиками в любом случае. Да, конечно. Ну, естественно, они это все покрывали, это была крыша. И после того, как это было обнаружено, видео опубликовано, а этой тюрьме, по меньшей мере, как говорят специалисты, от 10 до 12 лет. Тут же приехали, значит, ФСБшники и завалили вход там. Там и так подводные, из-за давно, там 2 года уже не эксплуатировалась тюрьма, поднялась вода, ну, грунтовые воды. Вот, отсасывать некому, значит, насоса нет. И они завалили вход, и типа, чтобы никто туда не совался уже. А 2 года назад они сами тихо, без всякой информации, провели, значит, оперативное мероприятие, там вскрыли стены, сняли всю обивку. Ну, то есть они ДНК проверяли, кто там сидел. И никакой информации, что, куда, кто. Ну, как бы это не жуть, да? Вот сейчас у нас там, знаешь, в России правозащитное якобы сообщество,
значит, всякие вот эти жулики, которые называются правозащитниками, там сидят в каких-то там организациях, ОНК, СПЧ, там черт знает что, там хельсинские группы. Ни один не вздрогнул, ни один не сказал: слушайте, а давайте-ка мы проверим, что это такое, кто это там, что это за дело такое. Вы же людей же ведь пытали, понимаете? Никто, ни один. Серьезно? Это лишний раз доказывает еще, кстати, что все это сплошь одна госправозащита. Что и правозащита имитационная, да, она вся там. Кстати, они же и гранты получают кремлевские, по-моему, эти правозащитники. Нет, так они официально их получают. Они все на сайте опубликованы, кто получает. Все получают. Как хорошо люди живут, как они нормально устроились в этой жизни. Ну, все декоративно, все обеспечивается вот именно этим. То есть там есть такая дама сейчас, она очень модная. У них все, официальная радиостанция, официальный правозащитник. Ее зовут Ева Меркачева. Она корреспондент газеты МК. Это Меркачева. Так я с ней работал, расскажи, я же ее знаю лично. Я в одной газете с ней проработал 10 лет. Ну, ты знаешь, что у нее был любовник, которого сейчас посадили, замглавы ФСИН, да, он из СВР выходец, при прежнем начальнике работал, она от него родила дочь, он ее завел, она получила официальную премию от СВР. Сейчас она №1 правозащитник, она вот на «Эхе Москвы» сегодня выступает. То есть она теперь получила премию Хельсинской группы, она теперь, значит, типа по тюрьмам, типа по всему остальному, изображает из себя наследницу Алексеевой, понимаешь? Вот приблизительно вот так это работает. Ну что еще тут добавить в принципе? Ну да, ты когда-то мог ее знать, работая в МК. Но еще раз повторяю, это сегодня реальность. Что вот все должно быть имитационным. И эта имитация, она в принципе работает даже, что ты удивишься, на западных разного рода симпатизантов, которые вот у нас есть Яблоко, партия, вот же смотрите, большие демократы, у нас есть, значит, правозащитники, у нас еще что-нибудь есть. Ну, это театр Карабаса-Барабаса такой. Ну, абсолютно точно. Да. Скажи мне, пожалуйста, я что-то слышал, там выборы какие-то намечаются, муниципальные, что ли, но очередное. И я слышал, что это вообще для меня было немножко шоком, но источник такой нормальный мне сказал, что есть такой знаменитый оппозиционный корректурист Сергей Ёлкин. Такой, многие знают его, да? Так вот, говорят, его супруга идет баллотироваться в какой-то районе, в каком-то или в области от партии «Единая Россия». Здесь звучит такая странная Я такого музыка. не знаю. Да? Я такого не знаю. Если это правда, то это, конечно, чистый стримак, но хотя ничему не стоит удивляться. Там есть выборы в Госдуму, которые это выборы 2 раза в год типа проводятся. Выборов, как ты понимаешь, никаких нет в принципе. Это же назначение, понятно. Да, назначение. Да. И там они совмещают их с довыборами по разным территориям. Например, вот в Москве умер небезызвестный тебе режиссер от КПРФ, так сказать, который на Таганке работал главрежем, да, и на его место сейчас баллотируется, Яшин пытался баллотироваться, и по этому округу идет Рыжков такой Владимир, да, небезызвестный тип. Да, и он сейчас согласован в мэрии, он, скорее всего, станет депутатом Московской городской думы по вот этому освободившемуся. От какой партии? Он идет, по-моему, сам по себе, типа при поддержке Яблока, но он член общественной палаты при Собянине. И вот он тоже баллотируется. Так что такие выборы тоже происходят. И это все укладывается в рамки. Давай как бы что такие глупые вопросы задаю. Конечно, по Ёлкину и ее супруге надо проверить эту информацию, но... я просто не знаю. Да, но все равно удивляться мы не будем, потому что у нас главный соратник Немцова Илья Яшин, который... когда еще марши по Москве водил памяти Бориса, он у нас глава призывной комиссии одного из центральных военкоматов. Был, он сейчас уже нет, он снял полномочия. Кем стал? Он снял полномочия главы муниципального этого округа, Красносельского. Почему? Я так думаю, что его плющит сильно, так сказать, и предложили ему спрыгнуть с этой темы, потому что он один из немногих, наряду с Ройзманом и рядом еще, остается, в таком легальном внесистемном поле. Все остальные же сидят или уехали, так что... Классно. Да, то есть человек 2 или 3 года в этом военкомате, я просто знаю, там есть специальная дверь для... я не был внутри, но я знаю, что эти военкоматы занимались и занимаются наймом убийц украинцев на Донбасс. Так что это просто... я вот не знаю, было ли это в военкомате, причастен ли к этому Яшин, не уверен, но... Да не, может, я не думаю, что ему кто-то давал их набирать, этих людей, потому что это дело серьезной государственной важности в террористическом государстве. Но то, что вот военкомат, он был начальником призывной комиссии, вот тут вижу, тут не вижу, знаешь, это как быть каким-нибудь немецким либералом, говорит, а что там в Аушвице? Не, я не слышал. Давайте следующий вопрос, да? Я бы сказал в более широком смысле, оно в принципе, я вот тебе скажу, что опыт
вот этого участия в муниципальных выборах, и даже в случае с Яшиным и его Красносельским округом, когда он действительно провел большинство своих сторонников в состав этого муниципального собрания, а что он дал? Вот что они смогли, что они хотели, что они декларировали. Мы, говорит, продемонстрируем, как надо работать, то есть в условиях фашистского государства, фашистского не абстрактно, а предельно конкретно, мы покажем, как можно хорошо работать. Но это вот про эти столики. То есть где-то есть островок в Москве, где все хорошо. Так не бывает. Когда в пучине огня вы, значит, хотите оградиться, и вот нас тут в стеклянном колбе ничего это не трогает. Так не бывает. Когда, я потом еще вернемся к теме международной, я напоминаю, кстати, нашим зрителям, я уверен, много сейчас нас смотрят, что есть телефон в студии, и он же Вайбер, и можно звонить и задавать вопросы. Я думаю, что к Марку может быть полно вопросов со всех стран мира, и покажите телефон, пожалуйста, если не трудно. Я прошу коллег, там и скайп, по скайпу можно, покажите, пожалуйста, как с нами связаться. И вот вторую половину мы посвятим в том числе ответ на вопросы. Если будут звонки, обычно они бывают, так что я призываю вас звонить всех вот, любым способом. И, ну что, наверное, про все внутри России закончим. Что-то, я не знаю, что обсудить. С Навальным вообще молчок, да, вот он просто сидит, и все. Ну вот сейчас ситуация, чтобы было всем понятно, о нем потихоньку уже становится все меньше информации в принципе. Ну, тюрьма она вообще не располагает. Я, как и раньше, считаю, что зря он вернулся, потому что расчет его был продемонстрировать, показать, насколько он отличается от, с одной стороны, от власти. Власть состоит вообще из конченых мразей, да, а вроде как и оппозиции, которая вроде ищет себе каких-то безопасных путей и так далее. А я вот, смотрите, я человек героический. Он это доказал. И дальше все. Потому что если ставить задачу уничтожения власти в Кремле, значит, диктаторской, то этим, то, что ты наглядно, прилюдно сгоришь, ты этого не добьешься. А помнишь опыт Ленина, да? Вот знаешь, мразь, убийца убийцей, но в революции Да. в толк знал. Он точно, да, точно. он же уехал и долго жил, вообще полжизни прожил за пределами своей страны, да, но делом занимался. Здесь обратная абсолютная история. Никто не просил туда приезжать, мальчик водочки принеси, с улыбочки, и в тюрягу уехал. Вот, значит, разгромлены все штабы, напрочь, да? Все разгромлено. Все разгромлено, все активисты взяты на карандаш, все уже уволены или предупреждены и так далее, то есть вот вам чистая тарелка, облизанная, вот все, оппозиции больше нет. Вот нате вам. Все. Ну, да, и хуже того, вот расчет был, я честно скажу, мне так кажется, да, я в этом смысле, может, с кем-то спорил, расчет был на Запад, что вот Запад, он не даст, не позволит, ну как же вы вот такое творите? При том, что уже к этому моменту, к его январскому возвращению, было понятно, что ну, сегодня настроения такие, завтра другие. Мы переживали даже за последние там, 10-15 лет. Мы видели разные отношения Запада. И когда он, значит, целовался с режимом Путина и с самим, и когда конфликтовал, и рассчитывать на то, что он попал, Навальный, в такую фазу, которая, ну, финальная для отношений с Западом, оказалось, что нет. Но это предельно наивно, или это такое как бы представление о своей исключительности или что-то. Но я вот как человек трезвый, ну, переважную часть жизни, да, я туда не поеду. Ну, потому что я знаю, что со мной там... Тебя сразу спасает. Да. Вот. И это было изначально сесть в тюрьму, чтобы тебя там раздевали. Он писал не мемуары, ну да, писал что записки. мошонку предлагают поднимать. И зачем это все объяснить? Вот зачем? Перед кем? Перед человек, что? Ну, короче, мы не будем ему в голову лезть. Нет, я поддерживаю Навального и считаю, что он геройский человек, но тактически он совершил большущую глупость. Но я думаю, что он и стратегически совершил ошибку. Ну, ну, короче, не будем его обсуждать. Человек в тюрьме сидит... И не хочется сказать, пусть сидит, но просто вообще надеяться на то, что Запад простил сбитый самолет. Вот мы недавно отмечали годовщину. Погибли граждане Франции, граждане Нидерландов, Германии, Америки, шведы, по-моему, там человека. Ну, малайцев сразу продали там за пальмовое масло. И в Малайзии об этом никто не вспоминает. Ну вот вам, европейцы, красавцы, а? Ни суда, ничего. А даже если будет суд, они точно не назовут виновника. Потому что, ну как, у нас же Северный поток-2. Нет, ну да, виновник должен быть Путин. Названа должна быть одна фамилия, остальное исполнитель, конечно. Ну, все свалят на дядю Васю. Дядя Вася получит или пулю в лоб, или медаль там, и особняк где-нибудь. Это техника.
Да, ну вот и вернулись мы к Западу. И рассчитывать на то, что про Навального будут говорить, и про него, по-моему, говорят даже реже, чем как когда-то про Ходорковского. И Ходорковский сидел 10 лет вообще, так сказать, вот и сколько бы ни говорили, а Путин сидел, вот Васька слушает, да ест вообще. Да, когда захочу, тогда выпущу, не захочу, не выпущу. Сидит там 300 украинских политзаключенных, ну и что? Ну да. И плевать он хотел. И как бы и Байден, видимо, что он пока точно с ним не поговорил на эту тему в каких-то ультимативных тонах, а когда тебе еще и предлагают вот свободная касса, значит, Северный поток-2, ну, Путин такой сидит, думает, и как Задорнов, вот не буду повторять, ну, тупые вообще. То есть я сделал вас на ровном месте, просто так. Вот как ты думаешь, как сейчас... Выглядит, во всяком случае, это именно... Ну вот как сейчас настроение у Путина? Как-то вот он встал с любой ноги, там, ну, что-то сделал, там, а дальше о чем он думает? Вот сейчас? Вот смотри, вот обсуждая Путина, надо все время воспринимать его через возраст. Потому что в следующем году ему 70 лет. Это возраст, который ну, для политика... Рассвет политика. Ну, для политика на Западе, которого выбирают, который не несет ответственности ценой в жизнь, конечно, это нормальный возраст. И Да. это нормальная совершенно политическая биография, когда, ну, ты можешь выиграть выборы, ты можешь проиграть, но это не несет для тебя потери там свободы, денег, не знаю, жизни и так далее. Путин все время все-таки увеличивает цену своего пребывания дальнейшего у власти. И ты знаешь, главная угроза для него ведь не в том, что вот этот благостный такой Запад готов действовать против него эскалационно, да, то есть в конечном итоге притащить его, что называется, на ошейнике в Гаагу. Нет, главная угроза среди его окружения, я считаю. И она будет расти пропорционально. В русской истории мы за 20 век, например, это видели многократно. Не, ну смотри, вот мне кажется, что при всем моем плохом отношении к Путину, что он умнее всех предыдущих русских правителей. В известном. Да. Но он, мне кажется, вот настолько боится действительно. Тут я не сомневаюсь, что он боится. И в том числе он никому не доверяет вокруг. Немощи, да. Он же воспитал таких же Путина. Понятно. Он их знает. Он этих сволочей знает всех, да? Но, тем не менее, мне кажется, он максимально зачистил все. И не только публичное поле, там оппозиции условной даже нет уже. Даже игрушечная, она нужна уже в таких дозах просто, ну, я не знаю, терапевтических, да? Просто щоб було. Эхо Москвы, щоб було, там дождь, щоб було, там и это, новая газета. Все под ФСБ, все зашибись и так далее. Ну, вот. А, тебе звонок есть, Марк. Я прерываю свои рассуждения. По Вайберу звонок. Пожалуйста, говорите громко, четко, кто вы, откуда, и задавайте вопрос господину Фейгину. Здравствуйте, Марк. Здравствуйте, Айдер. Меня зовут Умер, я из Харькова, я родом из Крыма. У меня такой вопрос. Я являюсь, кстати, вашим подписчиком на Патреоне, поддерживаю канал АТР, канал Айдера Муждабаева и канал Марка. Спасибо вам большое за вашу деятельность. И вопрос у меня касательно темы. Связан ли разворот партии «Слуга народа» в сторону КНР с тем, что условный коллективный Запад, так сказать, предает Украину? Или же этот разворот преследует корыстные цели власти, ведь представитель МВФ покинул Украину, до следующего транша не будет, до реформы деолигархизации, и мы теперь, грубо говоря, ищем деньги на стороне? Или это просто заигрывание с Китаем, чтобы как-то обозначить, что мы можем легко развернуться и как бы не обращать внимания на Запад? Спасибо. Ну, я отвечу на этот вопрос. Я считаю, что, во-первых, из этого ничего не выйдет. По той простой причине, что Китай не настолько наивен, чтобы сразу же переключиться реактивно на какое-то обращенное к нему предложение в качестве разводки такой, да, с Западом. Тут ничего не выйдет, потому что у Китая далеко идущие цели, и его интересует в первую очередь сейчас геоэкономические интересы. А я вам напомню, Китай уже проиграл в отношениях с Киевом, когда были пересмотрены условия конкурса на Мотор Сич. И они там это восприняли очень болезненно. И какая-то попытка переиграть по новой эту историю, опять же, в Китае они прекрасно понимают, в каком находится положении Киев, они не станут в это, так сказать, ввариваться, как у нас говорят, вот прямо сейчас. Они подождут. И помогать администрации президента Зеленского, конечно же, не будут. Что касается власти Банковой, ну, конечно, это эмоциональный шаг. Отчасти он вызван тем, чтобы привлечь Пекин к участию в Крымской платформе. Это абсолютно бесполезный шаг. Китай, конечно же, не будет в этом участвовать, потому что у него особые отношения с Москвой сейчас. Москва вассальные имеет отношения по отношению к Китаю, да, но
и потом Китай внимательно следит за тем, как ведет себя Москва к нему по отношению к Пекину в связи со всеми вот этими попытками Вашингтона привлечь Москву в качестве союзника против Пекина, абсолютно бесполезных, кстати, попыток. Ну а просто-напросто Киев занимает гораздо даже меньшую по отношению ко всем остальным игрокам размер. И поэтому для Китая он не настолько вот интересен, чтобы сразу бросаться на предложение президента Зеленского. Я думаю, это долгоиграющая история, и пока она перспективы для Киева не имеет. Вот. Отнесутся ли болезненно к этому в Вашингтоне, то, что их противник, их соперник, глобальный соперник Пекин вдруг стал объектом интереса Киева. Да? Это при том, что декларируется союз с Западом долгосрочный и долговременный. Ну, с одной стороны, они могут воспринимать это как попытку обрести субъектность, Киев, да, некую самостоятельность в проведении большой политики. А с другой стороны, ну, все-таки во многом именно Америка обеспечивает гарантии безопасности, несмотря на все, что происходит в отношениях с Байденом и нынешней администрацией. Она, кстати, все равно на 4 года всего. Ей осталось 3,5 находиться у власти. Вот так устроена демократия. Вот. А взаимодействовать двум странам, как тесным стратегическим партнерам, придется десятилетиями. Поэтому я перспективы никакой в разворачивании в сторону Востока, вот честно, я не вижу. Ну, я, если дозволено мне будет добавить, я абсолютно согласен. Это все риторика, которая может быть более вредная или менее вредная, которую, может, тут вот Алексей Арестович утверждал, что просто переврали, выдернули из контекста слова Арахамии там, и его. Но даже это не имеет особого значения, даже проверять это я не хочу, потому что, ну, вроде как так тоже было, да, там для заголовка там вырвали. Но у Китая есть партнер, Россия, как называет Марк вассалом ее. А, кстати, почему она вассал? Вот расскажи нашим зрителям. Просто потому, что Китай никаких иллюзий не питает. Он монстр и экономический, и геополитический, и экспансионистский монстр. Почему-то это всегда недооценивается, да. Китай — это действительно уже вторая держава. Так случилось, так сложилось за эти там 3 десятилетия, ну даже 2. Время ими не было потеряно, а использовано было по максимуму. Какую область вы не возьмите, там экономику, космос, вооружение, там, это Но все... как русские от них зависят? Просто вот мы говорим же, да, о том, что они могут попытаться купить Украину. То есть, да, вот такие тут звучали экспертные мысли. Вот звонил человек, спрашивал, что это про деньги вообще, где китайские деньги, там коррупция, там покупка правительства, Ну, это, и так далее. разумеется, это и защита этих стратегических интересов. Просто, во-первых, у самой Украины, кстати, нету ничего особо интересного, чтобы было бы конкурентно. Россия гораздо интереснее, потому что там ресурсы. Потому что там нефть, у нас политики подешевле. Не, ну это не все равно. Это, ты знаешь, это как с Беларусью. Ну что есть у Беларуси, да? Белоруссию можно использовать, но большие экономические, Великий Камень, вот этот проект и так далее, они нужны для торговли, для обеспечения... Нет, ну смотри, Беларусь, она просто логистически близко к Европе. Да, там действительно выгодно размещать китайское производство, например, да? Вот. Но объемы несопоставимы, понимаешь? Москва гораздо интереснее, тем более, что для Китая через Амур, так сказать, пустая страна, ненаселенная практически, через Урал живет 25 миллионов человек, а через Амур 1,5 миллиарда. Гораздо более компактно. Безусловно, стратегию Китай выстраивает в отношении Москвы. Почему вассал? А потому что в Москве они понимают, что подобное тянется к подобному. Запад, безусловно, является обязывающим их партнером, который говорит, создавайте такую же подобную политическую систему демократии, рыночной экономики, прав человека и так далее. Ага, как сейчас, бы там ни было. Сейчас создали. Да, а Китай этого не требует. Китай этого не требует. И поэтому Москва, будучи слабым партнером экономическим, она продолжит увеличивать эту зависимость от Китая во многих очень отношениях. Кстати, технологическом тоже. А смотри, а нет ли такого опасения, допустим, у Америки, я тоже фантазирую уже, например, стратегического опасения, что вот если додушить санкциями Россию до уровня Советского Союза какого-нибудь там 90-го года, да, вот, когда вот, ну, совсем плохо. Это физически возможно за год, я думаю, просто там... Теоретически, да. Теоретически возможно, да, то есть инструментарий есть, без единого выстрела, как говорится. Что вот эта бедная, вот эта оборванная, голодная Россия, она просто под ноги Китаю упадет, просто целуя сапоги.
А ты понимаешь, в чем проблема? Что это действительно именно так и обозначается. Вот Керри, который челночничает Ой, свой я хочу агент, про него поговорить еще с тобой, да. да, он интервью, кстати, дал мощнейшее. Вот в «Коммерсанте», не знаю, 16 июля кто прочитал, но это стоит того. Он, безусловно, на этом и рассчитывает, что реал-политик в исполнении демократов заключается в том, что Россию нельзя отдать в руки Китаю, чтобы она ему досталась как приз. Проблема только в том, что она в любом случае упадет именно ему. Сложно себе представить, что Америка сможет создать условия, при которых Россия, даже расчленившись, достанется еще кому-то. То есть это такая ложная цель, да? То есть все равно... Конечно, она фатальна, судьба эта, фатальна. Потому что Сибирь Восточная и Забайкалье, и Дальний Восток настолько депрессивные регионы, наряду с восточным соседом, который развивается семимильными шагами. Давай так честно скажем, там людей нет, а ресурсы есть. Вот и все. Конечно, а людей нет, а конечно. ресурсы Именно есть. так. Да. Так хуже того, ресурсы кому принадлежат-то? Ресурсы принадлежат не этим людям. Они бы им принадлежали, они бы хоть их защищали. А для них это что? Нефть, газ, полиметаллические руды принадлежат кому-то там в Москве неизвестным ноунейным из Кремля. Что им защищать? И если Китай придет за этими ресурсами, они не будут с оружием в руках. Марк, я представляю себе такие, знаешь, такие, я был в паре мест там, да, за Уралом и за Байкалом, вот такие качающиеся местные аборигены, вот такие, Абсолютно. Я не имею в виду народы коренные, а имею в виду качающиеся вот этих шариковых, ноунеймов вот этих, да, и вот как он, и тут китаец идет, и что он сделает? Ну, не знаю, что, мелочь попросит на бутылку. Что он может сделать еще? То есть, по сути дела, Путин понимает, что Китай, конечно, мощнее в 100 раз. Но в Америке, насколько я тебя понял, нужно понять, что Китай и Россия – это единая угроза. Не сортировать ее, она гибридно единая. Несомненно. Несомненно, и попытки переманить Москву на сторону западного мира, сказав, что вы должны цивилизационно определиться, вы издеваетесь. Москва не может цивилизационно определяться. Это отдельная цивилизация, это сама по себе цивилизация. Да. И это уже определилась. Да, я не знаю, вот сколько нужно перезагрузок. Перезагрузка 33, 38, чтобы, наконец, уже избитые шишками американская демократия, ну, не знаю. Ну, короче, звонок тебе еще один. Да. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте вопрос Марку Фейгину. Алло, вы в эфире. Алло. Да, говорите. Алло. Задавайте вопросы, вы в прямом эфире. Айдер и Марк Фейгин, приветствую вас. Я очень люблю ваши эфиры, очень ценю вас как журналистов. И хочу пожелать вам большого успеха в вашей каждодневной работе. Мой вопрос к Марку Фейгину. Как вы оцениваете разворот практически на 180 градусов Ангелы Меркель по отношению к Путину? Сначала она говорила, что Путин живет в параллельном мире, в параллельной реальности, а сейчас она начинает говорить о каких-то формулах Штайнмайера, и это вызывает будущее по политике Германии по отношению к Украине. И параллельно, когда вы запросите Михаила Путина на ваш эфир. Спасибо большое. Ох, спасибо. Я не знаю, как зовут слушательницу. Не скажешь? Не сказала она, как ее зовут? Сказала редактора, пожалуйста, подскажите, если сказала, как зовут. Ну, не сказала, извините, к сожалению. Что... Не сказала. Ну, жаль, потому что я все-таки предпочитаю по имени обращаться. Смотрите, какая история. Я бы рад бы сказать, что за 16 лет действительно сложившаяся репутация Меркель свидетельствовала о том, что она руководствуется глобальными большими идеями. Для нее интересы его европейского сообщества, которое она представляет как глава крупнейшего государства, правительства, точнее, Германии, имеют значение. Но беда в двух вещах заключается. Вот эта бешеная активность Меркель за 2 месяца до конца ее каденции, окончательно уходит она на политическую якобы пенсию, они внушают, с учетом того, что мы знаем о Шрёдере, бывшем канцлере, самые худшие опасения. Есть такое понятие, даже в Германии, не я, обсуждают понятие шредеризация. Да? То есть когда, в общем, политик перед самым концом своей политической деятельности в качестве выборного лица начинает уже руководствоваться не столько идеями, сколько интересами. Вот я по-другому это объяснить не могу, потому что зачем тебе? Вот подумайте, логика. Ты через 2 месяца перестаешь быть канцлером. Зачем тебе? Она мало того, что выступала с публичными заявлениями, ну и в частности вот 12 июля на встрече с Зеленским в Берлине, с требованием того, чтобы имплементированы были вот эти план Штайнмайера в законодательство Украины. Она предлагала провести особый формат, создать площадку в ЕС руководителям
стран, входящих в ЕС, с Путиным, мало кто слышал, но вот инсайды раздаются о том, когда она ездила недавно, прям буквально в Великобританию, уже после 16 июня и встречи Байдена с Путиным в Женеве, она уговорила Бориса Джонсона, который гораздо более радикальную позицию по отношению к Москве занимает, предлагала ему встретиться с Путиным для урегулирования разного рода проблем. Ну и позиция по Северному потоку, я думаю, что, скорее всего, все-таки там победил, я повторяю, идеи, которыми руководствовалась Ангела Меркель и создавала за счет приверженности им свою репутацию, победил интерес. В каком виде это будет выражено, это уже второстепенно. Я не думаю, что она пойдет работать непосредственно в «Газпром», как это сделали бывший премьер-министр Франции Фийон, он пошел в зарубежнефть. В «Газпром» и в «Роснефть» пошел Шрёдер, бывший канцлер Германии, правда, социалист. Я думаю, что, наверное, она о чем-то таком договорилась, что для нее очень-очень материальный интерес. Я другого объяснения этому всему просто не нахожу. Потому что если ты уходящий канцлер, зачем ты создаешь трудности, обязательств для последующих твоих преемников, заставляя их к особым отношениям, принуждая их к особым отношениям с Москвой, которые ты своими подписями, договорами и декларациями создаешь этот залог для будущего ограничения маневра твоих преемников. Это очень странно. Так никто никогда не делает. Он предоставляет перед своим уходом самим новым политикам, новым руководителям правительства Германии решать, какие им выстраивать отношения с Москвой. Вот я хочу, чтобы вы послушали сейчас цитату из другого конгрессмена. Это Марси Каптур, член Палаты представителей. Я его лично знаю, я с ней встречался неоднократно. Ну, здравый человек, да? Глава украинского кокуса, чтобы да, без спив голова, то есть спив, ну, я не знаю, как по-российски перевести, но сопредседатель да. Украинского кокуса Конгресса США. Давайте послушаем его цитату. Конгрес розуміє головний урок історії. Коли Німеччина і Росія змовляються, за це розплачуються жителі Центральної та Східної Європи. Мені так соромно перед цією шановною пані, я чомусь подумав, що... Не, нормально. Да. Она симпатичная тетка, я ее видел. Ну, она и умная, насколько я понимаю. Да, одна из немногих, кто читала книжки, видимо, из политиков действующих. У нее, она происхождение есть украинские корни. Ну тем более, да. Она знает просто, чем... Вот не напоминает ли тебе нынешние вот это разводки вокруг Украины, то, как в свое время отворачивались от Польши постепенно? Ну, это всегда напоминает. Мы и Мюнхенскую сделку, и весь предвоенный период аналогизируем с тем, что происходит сейчас. У нас есть для этого исторические основания, есть аналогии. Мы видели, как тогда Запад проиграл эту борьбу, значит, гитлеровской Германии в 30-х годах. Ровно что-то подобное повторяется, учитывая, что Москва ведет себя, в общем, как панрегиональный, с претензией на более высокий геополитический уровень гегемон. Конечно, разделы Польши и попытка подобным же образом обойтись с Украиной, она не может не вызывать этих ассоциаций. Но ровно поэтому важен исторический опыт, как не совершать этих ошибок раз за разом. И главный вывод здесь в том, что никогда не потакать агрессору, никогда не делать того, что он хочет. И не пытаться лакировать эту действительность, а говорить все прямо и ясно, и четко. Тогда можно избежать худшего. Поэтому, вот как ты говорил, между двумя сроками Обамы, в 2008 война в Грузии, перезагрузка, и война в 2014 году в Украине. Ровно следующий этап – это вторжение в Украину. Вот захват еще и новых территорий. Может быть, всей Украины, а может только какой-то части, там, не знаю, Харьковщины. Ну, ты же помнишь, как Гитлер захватил Судеты, да? Ну, на этом он, конечно же, и остановится. Конечно. Ну зачем ему больше? Вот только вот это правильно. Так это главная предпосылка была Мюнхенской сделки. Именно то, что... Ну, конечно. Типа, я же собираю немецкую нацию. Вот немецкая нация у меня в Австрии один народ у нас, да? В Судетах у нас один народ, да? Вот. А дальше, ну, конечно, а что еще делать Гитлеру? Больше ничего. Развивать демократию. Нет, конечно, строить лагеря и идти дальше. Вот и все. Я просто другой стратегии не вижу с учетом текста Путина, который он опубликовал 12 уже июля на своем, повторяю, сайте. Назвал почему-то это статьей. Это очень интересно, да? Взять, опубликовать на своем сайте президента
Кремлин.ру и говорить, ну, статья, давайте полемизировать. О чем полемизировать? Это заявление. А как он политическое. по постикам должен был назвать, что ли? Это? Нет, ну он бы опубликовал хотя бы это в какой-нибудь там СМИ, какой-нибудь Süddeutsche Zeitung, там еще где-нибудь, как он National Interest, а тут он заявление делает, по сути. И главная его часть не историческая, это вообще никому не интересно. Он там может петь все что угодно, а последние абзацы, где он ясно, четко выражает эту инвективу, что если вы не будете делать так, то я сделаю так. А потом еще и догнал, когда Зеленский потроллил его, говорил, что вместо статей бы заниматься, давай-ка ты встретимся, поговорим об этом содержании этих статей. Он вдруг сказал, не, дружок, идите вместе со всей своей Банковой, паузу возьмите, прям дословно, и почитайте, что я вам там написал, чтобы вы этот сценарий исполняли. Вот так. Отличный эфир у нас был с тобой, Марк, и я думаю, что всем интересно, и ну, практически по всем пунктам мое видение совпадает. Вот, приятно было тебя послушать в таком большом объеме. Да, я думаю, что вот, ну, ничего мы веселого не сказали вам, но вы все равно не переключайтесь, потому что через 5 минут на месте Марка будет Аркадий Бабченко, с которым мы будем обсуждать всякие глобальные темы тоже. Да? Так что смотрите АТР, но я не знаю, где еще есть такая аналитика, как на нашем канале.